أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Чем отличаются ученые Ахль-Сунна валь-Джамаат от ученых реформаторов? Имам Абдуль-Хаким аль-Руаси, рахматуллахи алейхи, пишет, что существует две группы ученых в исламе. В первую группу входят имамы по религии, имамы-основатели мазхабов, в соответствии с их специализацией по определенным наукам. Их называют муфассирини изам, мухаддисини кирам, мутакаллимин, мутасаввифин и фукаха и фихам, рахматуллахи алейхим аджмаин. Каждое сообщение, каждое слово этих ученых является толкованием Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Все указания этих ученых высшего разряда являются руководством к действию для простых мусульман. Муфассир – это не автор одного из многочисленных тафсиров. Тафсиром, толкованием аята благородного Корана являются лишь слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые он передал своим сподвижникам. И далее тафсиром являются сообщения сподвижников пророка, переданные по цепочке и дошедшие до наших дней благодаря трудам ученых высшей категории. Муфассирами являются ученые, правильно понимающие эти сообщения. И только на этой основе дающие правильные толкования аятов Корана. Ученые этой категории получили толкование Корана и Сунны по цепи передатчиков от самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, через его сподвижников, через табиинов, отба'ат табиинов. Именно поэтому этих ученых и тех, кто следует за ними, называют люди сунны и согласия, Ахль-Сунна валь-Джамаат. Высшую ступень среди муфассиров по единодушному признанию ученых ислама всех времен заслуженно занимает имам аль-Байзави, рахматуллахи алейхи. Во вторую группу ученых входят ученые, не являющиеся специалистами по тафсиру, хадисам, богословию, тасаввуфу и фикху. Книги этих ученых не могут использоваться как руководство к действию, так как чаще всего базируются на весьма сомнительных источниках и выводах реформаторов. Очень часто в книгах ученых второй группы наряду с достоверными знаниями могут излагаться и собственные измышления авторов, тогда как книги истинных ученых ислама опираются лишь на аяты благородного Корана и на сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В толкованиях, согласованных с мнением ученых первых трех поколений. Иными словами, все знания, переданные этими учеными, соответствуют сообщениям праведных предшественников, ученых предыдущих трех поколений, первых трех поколений, ас-салаф ас-салихин. Итак, мы выяснили, что основатели мазхабов, вышеупомянутые 4 имама, являются учеными самой высшей категории мутлак муджтахидами. В мазхабе ханафи это имам Абу Юсуф и имам Мухаммад аш-Шайбани. В мазхабе малики
имам ибн Касим ибн имам Абдуллах бин Вахб. В мазхабе Шафи'i имам Юсуф бин Яхья ар-Рафи'i аль-Газали. В мазхабе Ханбали имам Салих бин Ахмад, имам Аль-Асрам и другие. Рахматуллахи алейхим аджмаин. Иджтихады всех остальных ученых этих мазхабов фактически являются иджтихадом упомянутых ученых. То есть иджтихады других ученых могут быть приняты лишь тогда, лишь в том случае, если будут соответствовать трудам ученых предыдущих уровней. Без подобного соответствия ничьи работы не могут быть квалифицированы как истинные знания.